На прошлой неделе сборная России по вольной борьбе успешно выступила на Кубке мира. 4 северостинских спортсменов, которые входят в состав сборной, уже вернулась на родину и продолжают тренироваться и готовиться к новым достижениям. А еще своим примером вдохновляют юных борцов на высокие победы. Сейчас молодежь готовится к первенству России. На тренировке побывал и наш корреспондент Габриэла Гаглоева. Тренировки по 3 раза в день, жесткая дисциплина, питание по часам. И как результат долгожданная победа. Сборная России во главе с Дзамбулатом Тидеевым в 7-й раз в современной истории стала победителем Кубка мира. В составе сборной выступили 4 осетинских борца – Заурбек Сидаков, Давид Баев, Владислав Валиев и Владислав Бойцаев. По словам капитана сборной Заурбека Сидакова, на соревнования ехали исключительно за победой. За спиной была такая сильная команда. И хотелось, конечно, выиграть безошибочно и вот продолжить вот эту традицию, которую нам дали наши старшие. И вот так в этом году опять же привезли этот кубок домой, чему мы очень сильно радовались, не только мы, болельщики тоже. В первой схватке Заурбек встретился с борцом из Кубы, которого смог одолеть уже в первую минуту. А вот в финале спортсмен боролся с более опытным иранским борцом и тоже одержал победу. Российская сборная выиграла у соперников сборной Ирана со счетом 9-1. Спортсмены говорят, огромную поддержку чувствовали от болельщиков, трибуны были переполнены. Эмоции, конечно, непередаваемые. Командные соревнования все равно они командные. Команда это есть как бы один за всех и все за одного, и поэтому впечатления и эмоции непередаваемые. Там и болельщики очень сильно болели за нас, там очень много народу собралось. Главный тренер республиканской сборной по вольной борьбе Хетак Газюмов говорит, конкуренция была не слабая, соперники – опытные борцы. Но несмотря на это, вся команда выступила достойно, ведь задача стояла четкая – победить. Я думаю, очень долго ждали этого момента и болельщики, и тренера. И то, что мы выиграли в такой сильной конкуренции, иранская команда, американская. Хоть они не первый состав привезли, но вы знаете, что у нас тоже не все лидеры боролись. И в такой конкуренции выиграть Кубок мира, я думаю, это достойно. Своим примером чемпионы вдохновляют молодых спортсменов. В апреле им предстоит участие в первенстве по вольной борьбе среди юниоров. Пройдут соревнования во Владикавказе. Юниорская сборная уже сейчас активно готовится к турниру. Планов не строим, но есть ребята, которые могут завоевать медали. Будем рассчитывать на 5, на 4 золотых медалей. Первый этап подготовки к первенству ребята уже прошли. Длилась она 2 недели. Сейчас молодые спортсмены проходят второй этап подготовки в Академии вольной борьбы. По итогам первенства будет сформирован состав сборной России для участия в первенстве Европы и мира. Габриэла Гаглоева, Чермен Цураев, Новости Осетии.